Что происходило, когда личный врач Абсамата Масалиева приходил в дом на окраине Бишкека поздними вечерами через служебный вход без записей в журнале посещений? Ни один диагноз не попадал в официальные медицинские документы. Все препараты заказывались через особые каналы, минуя государственные аптеки. Но архивы службы безопасности, рассекреченные спустя 2 десятилетия после его ухода из жизни, хранят список лекарств, который вызывает больше вопросов, чем ответов. В этом списке препараты для сердца, стандартные для мужчины его возраста. Но там же 3 наименования, которые не назначают при естественных заболеваниях. Они используются для другого. По нейтрализации последствий отравления медленно действующими веществами. Абсамат Масалиев знал, что за ним следят. Первый секретарь Компартии Киргизии, человек, который держал республику в железной хватке с 1985 по 1991 год, не мог не понимать. Его отставка — это начало, а не конец истории. Те, кто пришли к власти после него, не могли спать спокойно, зная, что Масалиев жив. Он слишком много знал о механизмах коррупции, о тайных договоренностях, о том, как распределялись деньги из Москвы в последние годы Советского Союза. Даже после потери постов он оставался опасен, как живая память о системе, которую новая элита хотела забыть. Его дом превратился в крепость. Масалиев перестал открывать двери незнакомцам, проверял продукты перед едой, менял маршруты ежедневных прогулок. Охрана, которую он нанял на собственные средства после отставки, фиксировала подозрительные автомобили возле его квартала. Соседи рассказывают, в последние месяцы он выходил на улицу все реже, будто чувствовал приближение чего-то неотвратимого. Его жена вспоминает странные телефонные звонки. Трубку поднимали, слышали дыхание на другом конце, затем молчание и отбой. Психологическая атака? Или предупреждение? А потом случилось то, что официальные источники называют естественной смертью. Инфаркт. Сердце не выдержало. 71 год — возраст, когда такие вещи случаются. Но врач, который первым осмотрел тело, не подписал заключение 2 дня. Почему? Что он увидел на коже, в глазах, в состоянии внутренних органов? Что заставило его медлить? Позже он уехал из Киргизии и с тех пор не даёт интервью. Только однажды, в частной беседе с журналистом, который обещал не раскрывать его имя, он произнес фразу, от которой кровь стынет в жилах. «Если бы я подписал то, что видел на самом деле, мне пришлось бы упомянуть вещи, несовместимые с диагнозом инфаркт». За 20 дней до того утра, когда сердце Масалиева остановилось, в его доме появился гость, которого не было ни в одном списке посетителей. Это был человек среднего возраста, одетый в неприметный серый костюм с портфелем из темной кожи. Охрана знала его в лицо. Он приходил и раньше, всегда с разрешения самого Масалиева, и его визиты никогда не регистрировались. Существовал негласный список из 7 имен людей, которые имели право на так называемые «невидимые встречи». Кем был этот человек? Адвокат? Бывший коллега по партии? Или представитель тех, кто хотел знать, до какой степени Масалиев готов хранить молчание? Встреча длилась чуть больше часа. Охранник, дежуривший в коридоре, слышал повышенные голоса. Редкость для Масалиева, человека, который всегда контролировал эмоции. Когда дверь кабинета открылась, гость вышел первым, быстрым шагом не попрощавшись. Масалиев стоял у окна, спиной к двери, и его плечи слегка дрожали. Охранник спросил, всё ли в порядке. Масалиев не обернулся, просто махнул рукой, мол, уходи. Но вечером того же дня он впервые за долгие годы попросил жену принести ему коньяк. Он выпил полный стакан залпом, чего никогда не делал, и сказал фразу, которую жена запомнила дословно. «Они думают, что я боюсь. Но страх — это не то, что я чувствую. Я просто понял. Выбора больше нет». О чем была та встреча? Что предложил или потребовал таинственный визитёр? Мы попытались найти этого человека, связаться с ним, узнать, жив ли он вообще. Следы привели нас к бывшему сотруднику службы безопасности, который согласился говорить только при условии полной анонимности. Он утверждает, визитёр был посланником группы бывших партийных функционеров,
которые после развала Союза заняли ключевые посты в экономике. Они предлагали Масалиеву сделку — молчание в обмен на безопасность. Но Масалиев отказался. Не потому, что хотел говорить, а потому что не верил в гарантии безопасности от людей, чья власть держалась на устранении свидетелей. Анонимный источник добавляет деталь, которая все меняет. После той встречи кто-то из ближнего окружения Масалиева начал действовать странно. Один из его давних соратников, человек, которому Масалиев доверял почти как брату, вдруг стал задавать необычные вопросы. О распорядке дня, о лекарствах, о том, кто готовит еду. Жена Масалиева вспоминает, что этот человек несколько раз заходил на кухню под предлогом поговорить с поваром. Зачем? Что он там делал? Повар умер 2 года спустя при загадочных обстоятельствах. Автомобильная авария на пустой дороге. Случайность? Круг подозреваемых начал формироваться еще при жизни Масалиева. Он сам составил список. 4 имени, записанные на листе бумаги, который он хранил в сейфе. После его смерти этот список исчез. Семья утверждает, кто-то открыл сейф, используя код, который знали только 3: сам Масалиев, его жена и личный адвокат. Жена клянется, что не открывала. Адвокат был в командировке в момент смерти. Тогда кто? И зачем кому-то понадобился именно этот список, если все остальные документы в сейфе остались нетронутыми? Мы нашли копию. Случайно или нет, неважно. Но один из адвокатов Масалиева сделал фотографии этого списка, не сказав об этом никому. Имена в списке — это люди из высшего эшелона власти Киргизии 90-х годов. 2 из них до сих пор живы и занимают влиятельные позиции. 3 умер при обстоятельствах, которые следствие назвало несчастным случаем. 4 бесследно исчез за границей, и его родственники годами не могли получить информацию о его судьбе. Можно ли считать совпадением, что все 4 человека из списка Масалиева столкнулись с проблемами в течение 5 лет после его смерти? Кому было выгодно молчание Масалиева? Начнем с простого. Деньги. Во время его правления через республику проходили колоссальные финансовые потоки. Официальная помощь из Москвы, гуманитарные программы, инвестиции в промышленность. Часть этих денег оседала в Киргизии, но значительная доля уходила дальше, через сложную систему фиктивных компаний и офшорных счетов. Масалиев знал схемы, знал имена, знал цифры. Когда СССР распался, эти люди не исчезли. Они просто переоделись в костюмы бизнесменов и продолжили обогащаться. Новая власть не могла позволить себе расследование. Слишком многие были замешаны. Слишком многие могли потерять не только богатство, но и свободу, если правда выйдет наружу. Масалиев, живой и обладающий документами, представлял угрозу для целой системы. Его молчание после отставки было хрупким перемирием. Но что случится, если он решит говорить? Что случится, если западные журналисты или международные исследователи найдут способ связаться с ним? Экономический след ведет к нескольким ключевым фигурам, которые в 90-е годы построили империи на руинах советской экономики. Один из них — бывший заместитель министра торговли, который за 5 лет превратился из скромного чиновника в мультимиллионера. Его компания получила эксклюзивные права на экспорт стратегических ресурсов, и контракты были подписаны еще при Масалиеве. Совпадение? Или награда за лояльность? А может, гарантия молчания? Этот человек встречался с Масалиевым несколько раз после отставки. Официально, чтобы обсудить старые времена. Но один из участников тех встреч, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нам другое. Разговоры велись о документах, о том, где они хранятся, о том, кто еще знает об их существовании. Масалиев играл в игру, намекал, что документы в надежном месте, но не раскрывал деталей. Это была его единственная страховка. Пока документы существовали где-то, пока оставалась вероятность, что они могут всплыть после его смерти, его не тронут.
Но страховка сработала бы только если бы Мусалиев действительно позаботился о передаче документов в нужные руки в случае своей гибели. Сделал ли он это? Семья говорит «да». Он упоминал конверт для адвоката и письмо в редакцию, которые должны быть переданы, если с ним что-то случится. Но после его смерти никакие конверты не всплыли, никакие письма не пришли в редакции. Либо Мусалиев блефовал, либо кто-то опередил исполнителя его завещания. Куй боно? Кому выгодно? Древний вопрос, который открывает двери к правде. После смерти Мусалиева один человек получил все: компанию, которая контролировала значительную часть экономики республики, политическое влияние, которое сделало его неприкасаемым, и тишину, потому что главный свидетель, который мог все рассказать, больше не мог говорить. Этот человек до сих пор на свободе, до сих пор богат, до сих пор влиятелен. Он дал единственное интервью через 5 лет после смерти Мусалиева, в котором сказал: «Абсамат Мусалиев был великим лидером, и его смерть — трагедия для всей нации». Красивые слова. Но если прислушаться внимательно, в них нет ни грамма искренности. Только облегчение человека, который избежал разоблачения. Мы попытались связаться с этим человеком для комментария. Его помощники ответили отказом, сославшись на личные причины. Когда мы задали конкретный вопрос, почему его компания получила контракты сразу после смерти Мусалиева, связь прервалась. Дальнейшие попытки связаться остались без ответа. Молчание — это тоже ответ. Молчание тех, кто боится, что правда наконец выйдет на свет. Можно ли доказать, что смерть Мусалиева не была естественной? Юридически почти невозможно спустя столько лет. Но этическая очевидность кричит: слишком много совпадений, слишком много людей, которые выиграли от его молчания, слишком много странностей в медицинском заключении, которое никто не присматривал. Справедливость иногда опаздывает на десятилетия, но она все равно приходит. И вопрос, который мы задаем сегодня, останется в воздухе, пока кто-то не решится ответить честно. Был ли Абсамат Мусалиев убит за то, что знал слишком много? «До последней минуты я верил, что он спасется», — говорит бывший начальник личной охраны Мусалиева, и его руки все еще дрожат спустя больше 2 десятилетий после тех событий. Мы встретились с ним в небольшой квартире на окраине Бишкека, где он живет один, окружённый фотографиями времен, когда он был частью системы, которая казалась вечной. Этот человек провел рядом с Мусалиевым последние 6 лет его жизни, с момента отставки до того утра, когда скорая помощь увезла тело. Он видел то, чего не видели журналисты. Он слышал разговоры, которые не записывались. Он знал секреты, которые хранил 2 десятилетия, потому что боялся за собственную жизнь. Но время делает людей смелее или просто безразличными к последствиям. Он рассказывает о том, как менялся Мусалиев после отставки. Человек, который командовал республикой с абсолютной уверенностью, превратился в затравленного зверя. Он перестал спать по ночам, бродил по дому, проверял окна, прислушивался к каждому звуку на улице. Охрана докладывала о подозрительных автомобилях, которые появлялись возле дома слишком часто, чтобы быть случайностью. Одни и те же номера, разные водители, но всегда одна и та же манера. Они паркуются, сидят час-полтора, затем уезжают. Слежка? Или психологическое давление, чтобы Мусалиев понял, за ним наблюдает, его контролирует. Он больше не хозяин собственной судьбы. Бывший охранник описывает эпизод, который произошел за месяц до смерти. Мусалиев получил письмо. Обычный белый конверт без обратного адреса, принесенный почтальоном. Внутри одна фотография. Без текста, без подписи. На фотографии могила. Просто могила на кладбище. Свежая, с венками, но без имени на надгробии. Мусалиев смотрел на эту фотографию долго, очень долго. Затем молча передал ее охраннику и сказал: «Сожги. Немедленно». Охранник спросил, не нужно ли сохранить как улику. Мусалиев усмехнулся. Горько, без радости, и ответил: «Улика для кого? Для полиции, которая работает на тех, кто прислал это письмо?
Что знал этот человек, чего не знаем мы? Сегодня впервые 5 бывших сотрудников из ближайшего окружения Масалеева согласились рассказать о секретах, которые хранили больше 2 десятилетий. Один из них — личный водитель, который возил Масалеева на тайные встречи, о которых не знала даже семья. Другой — секретарь, которая печатала письма, уничтоженные сразу после отправки. Третий — врач, который приходил без записи и уходил, не оставляя документов. Эти люди боялись говорить, потому что видели, что происходило с теми, кто решался нарушить молчание. Автомобильные аварии, сердечные приступы у здоровых людей, исчезновения, списанные на иммиграцию. Но сейчас они говорят, потому что устали от страха. Водитель вспоминает поездку в горы за несколько недель до конца. Масалеев попросил отвезти его в отдаленное село, где жил старый друг. Человек, с которым он учился в университете, но который выбрал судьбу учителя, а не партийного функционера. Они просидели вместе весь вечер, разговаривали о прошлом, пили чай. Когда Масалеев вышел из дома, его лицо было мокрым от слез. Водитель видел это, хотя Масалеев пытался скрыть. По дороге обратно он сказал только одну фразу. Хорошо, что он выбрал другой путь. Ему не придется оглядываться через плечо до конца жизни. Водитель не понял тогда. Понял позже, когда начал складывать детали в картину. Секретарь рассказывает о письме, которое Масалеев написал за неделю до смерти. Оно было адресовано дочери, но с пометкой: «Отдать только в том случае, если со мной что-то случится». Письмо запечатали в конверт, конверт положили в сейф. После смерти Масалеева сейф вскрыли в присутствии нотариуса, но конверта там не оказалось. Кто-то забрал его раньше. Кто знал код от сейфа? Только 3 человека. Один из них — тот самый соратник, который начал задавать странные вопросы после визита таинственного гостя. Когда секретаря спросили об этом на следствии, она ответила уклончиво. Не помнит точно, возможно, перепутала. Но сейчас, спустя годы, она говорит правду. Ее запугали. Ей позвонили через день после похорон и сказали: «Забудь о письме. Его никогда не существовало. Иначе твоим детям придется искать новую мать». Врач — самый осторожный из всех. Он согласился говорить только через посредника, не хочет встречаться лично, не хочет раскрывать свое местонахождение. Но его свидетельство самое важное. Он утверждает, за 3 месяца до смерти Масалеев начал жаловаться на симптомы, которые не вписывались в картину сердечной недостаточности. Тошнота без причины, головокружение, металлический привкус во рту, слабость в ногах. Врач провел анализы, но результаты были в пределах нормы. Тогда он предложил Масалееву проверить другую версию — отравление малыми дозами. Масалеев отказался не потому, что не верил, а потому что если подозрения подтвердятся, это означает враг уже в доме, кто-то из близких, и тогда доверять будет некому вообще. Семья Масалеева жила в атмосфере страха и недомолвок. Жена Масалеева, которая прожила с ним 40 лет, всегда молчала. Она давала интервью после его ухода из жизни, но говорила только общие фразы. Он был хорошим человеком, его несправедливо забыли. Он любил свою страну. Ни слова о страхах, ни слова о паранойе, ни слова о письмах с угрозами и машинах, которые следили за домом. Почему? Боялась? Или знала больше, чем готова признать? Дочь Масалеева, которая никогда не давала публичных интервью, согласилась встретиться с нами при одном условии. Ее имя не будет названо, ее лицо не будет показано. Мы встретились в нейтральном месте — кафе в центре города, где она сидела спиной к камере, и ее голос мы изменили при монтаже. То, что она рассказала, объясняет многое о том, почему все закончилось именно так. Она вспоминает, как отец менялся. Человек, который всегда был сильным, уверенным, контролирующим каждую деталь, превратился в тень самого себя. Он перестал шутить, перестал интересоваться новостями, перестал строить планы. Когда она спрашивала, что случилось, он отмахивался. Просто устал. Возраст. Но она видела в его глазах не усталость. Она видела страх. Глубокий, первобытный. Тот самый страх, который охватывает человека, когда он понимает — выхода нет. Однажды, за 2 недели до конца,
Он позвал ее в кабинет и закрыл дверь. Попросил сесть рядом. Держал ее руку в своих руках. Его ладони были холодными, влажными. Он сказал: «Если со мной что-то случится, не верь официальной версии. Что бы ни говорили врачи, что бы ни писали газеты, не верь. Обещай мне». Она спросила, что он имеет в виду. Он не ответил, только повторил: «Обещай». Она обещала, не понимая тогда, насколько серьезен был этот разговор. После его смерти она пыталась узнать правду, требовала вскрытия, независимой экспертизы. Но ей объяснили: тело уже захоронено, эксгумация требует решения суда, а суд откажет, потому что нет оснований подозревать криминал. Она наняла частного детектива, бывшего следователя, который согласился изучить обстоятельства смерти. Через месяц он вернул ей аванс и сказал, что не может продолжать. Когда она настаивала, он признался. Ему намекнули, что если он не остановится, его лицензию аннулируют. А если продолжат без лицензии, случится несчастный случай. Детектив был не из трусливых, но даже он понял, есть вещи, за которые не стоит браться, если хочешь остаться в живых. Дочь Масалеева показывает нам документ, который она хранила все эти годы. Это страховой полис на жизнь ее отца, оформленный за полгода до смерти. Страховая компания отказалась выплачивать сумму, сославшись на подозрительные обстоятельства. В их внутреннем расследовании, копию которого она получила через знакомого адвоката, написано: «Медицинское заключение содержит противоречия. Состояние тела на момент осмотра не соответствует диагнозу острый инфаркт миокарда. Рекомендуется дополнительная экспертиза». Но дополнительной экспертизы не было. Страховая компания выплатила компенсацию через год, после того, как с ней встретился представитель заинтересованных лиц. Кто это был? Что ему сказали или показали, чтобы компания отказалась от собственных выводов? Семья жила в атмосфере молчания. Мать запрещала дочери говорить с журналистами. Родственники избегали темы смерти Масалеева, будто это табу. На похоронах присутствовали сотни людей, но никто не задавал вопросов. Все принимали официальную версию. Сердце, возраст, естественные причины. Даже те, кто знал правду, молчали. Потому что в 90-е годы в Киргизии молчание было единственным способом выжить. Дочь вспоминает последний разговор с отцом, за день до его ухода из жизни. Они сидели на террасе, пили чай, смотрели на горы. Он сказал: «Знаешь, я всю жизнь думал, что власть — это сила. Но оказалось, власть — это цена. Цена, которую платишь каждый день. Иногда деньгами, иногда совестью, а иногда жизнью». Она не поняла тогда. Поняла, когда через 24 часа его не стало. Он прощался. Он знал, что времени больше нет. Он принял неизбежность, но не смог защитить себя, потому что враг был слишком близко. Вспомните последнего человека, которому вы доверяете полностью. Человека, которого знаете десятилетиями. Человека, который был рядом в самые трудные моменты. Теперь представьте, этот человек предает вас. Не из ненависти, не из зависти, а из страха за собственную жизнь, или из жадности, или просто потому, что ему предложили сумму, от которой невозможно отказаться. Так случилось с Абсаматом Масалиевым. Кто-то из ближнего круга продал его. Охрана хранила молчание больше 2 десятилетий. Сегодня впервые один из них расскажет правду о величайшем предательстве в истории современной Киргизии. Этот человек был не просто соратником, он был другом. Они познакомились еще в 60-е годы, когда оба начинали партийную карьеру. Они поднимались вместе, помогали друг другу, делили успехи и неудачи. Когда Масалиев стал первым секретарем, он назначил этого человека на ключевую должность. Не потому, что тот был самым компетентным, а потому, что доверял ему больше, чем кому-либо. Доверие в политике — редкость. Доверие на уровне братства — почти невозможность. Но они были исключением. Или так казалось. После отставки Масалиева их отношения не прервались. Этот человек приходил в дом, разговаривал с семьей, обсуждал политику, вспоминал прошлое.
Он был частью внутреннего круга, одним из 7 человек, которые имели право на невидимые визиты. Охрана пропускала его без вопросов. Семья относилась к нему как к родственнику. Масалиев ни разу не усомнился в его лояльности. Но что-то изменилось после той встречи с таинственным визитёром. Что-то незаметное, но важное. Охранник вспоминает. Друг начал задавать странные вопросы. О распорядке дня Масалиева, о том, кто готовит еду, о лекарствах, которые принимает бывший лидер. Сначала это казалось заботой, мол, беспокоиться о здоровье старого товарища. Но когда он несколько раз заходил на кухню под предлогом поговорить с поваром, охранник насторожился. Зачем политику высокого ранга интересоваться кухней? Зачем ему разговаривать с поваром наедине, закрывая дверь? Охранник доложил Масалиеву о своих подозрениях. Масалиев выслушал, кивнул, но ничего не предпринял. Возможно, не хотел верить. Возможно, надеялся, что ошибается. Возможно, понимал, что если друг действительно предатель, то защититься уже невозможно. Потому что предатель знает всё: маршруты, привычки, слабости. Предатель внутри крепости опаснее армии снаружи. За неделю до смерти Масалиева друг пришел в последний раз. Они сидели в кабинете 2 часа. Разговаривали тихо. Охранник не слышал слов, но видел жесты. Друг что-то предлагал, что-то объяснял, что-то гарантировал. Масалиев качал головой. Друг настаивал. Масалиев встал, подошел к окну, стоял спиной. Друг подошел сзади, положил руку на плечо. Жест примирения или прощания. Масалиев не обернулся. Друг вышел из кабинета, и его лицо было бледным. Он прошел мимо охранника, не попрощавшись. Больше они не виделись. После смерти Масалиева этот человек получил назначение на высокую должность. Совпадение? Или награда за выполненную работу? Он стал одним из самых влиятельных людей в республике, контролировал экономические потоки, имел доступ к власти. Через 5 лет он эмигрировал с семьей в Европу, где купил виллу и живет на пенсии. Он никогда не давал интервью, никогда не комментировал смерть Масалиева. Молчит до сих пор. А молчание — это признание вины для тех, кто умеет читать между строк. Мы нашли человека, который работал на друга предателя в те годы. Бывший помощник, уволенный через месяц после смерти Масалиева. Официально по сокращению штата. На самом деле потому, что знал слишком много. Он рассказывает. За 3 дня до смерти Масалиева в офис друга пришел конверт. Толстый конверт, запечатанный сургучом. Друг открыл его в присутствии помощника, достал пачку купюр, крупные номиналы, валюта. Пересчитал, убрал в сейф, затем сжёг конверт в пепельнице. Помощник спросил, нужно ли занести сумму в бухгалтерию. Друг посмотрел на него так, что помощник понял. Об этих деньгах никто никогда не узнает. Это была оплата. Теперь очевидно за что. За информацию, за доступ, за соучастие в чём-то непоправимом. Помощник не знает точно, но он помнит, как друг сказал ему через неделю после похорон. Всё закончилось. Теперь можно дышать спокойно. Эти слова выдали всё. Операция завершена, опасность миновала, можно жить дальше без оглядки. Можно ли считать доказанным, что друг предал Масалиева? Юридически нет. Этически сомнений почти не остается. Человек, который получил выгоду от смерти того, кому был обязан карьерой, не может быть невиновен. Человек, который молчит больше 2 десятилетий, хотя мог бы рассказать правду, прячет нечто страшное. Предательство — это не всегда нож в спину. Иногда это просто открытая дверь для тех, кто держит нож. Иногда это информация, переданная в нужные руки. Иногда это просто молчание в тот момент, когда нужно было кричать. Абсамат Масалиев был предан. Кем именно, мы не можем назвать имя без риска судебного преследования. Но мы знаем, этот человек жив, богат и свободен. Он избежал правосудия, потому что правосудие в 90-е годы принадлежало тем, кто платил. Он избежал общественного осуждения, потому что общество боялось задавать вопросы. Но история не забывает. История записывает всё.
И однажды даже предатель получает свой приговор. Пусть и посмертный. Семья Масалеева не могла предотвратить трагедию, даже если бы знала о предательстве. Система была настроена против него. Слишком много людей хотели его молчания. Слишком много денег зависело от того, заговорит он или нет. Предатель был лишь инструментом. Настоящие заказчики остались в тени. Они до сих пор там. Управляют, обогащаются. Живут долго и комфортно. А Масалеев лежит в земле, унеся с собой секреты, которые могли изменить историю республики. Представьте, вы — один из 5 человек, знавших все об Абсамате Масалиеве. Каждый медицинский секрет, каждый банковский счет, каждое слово, сказанное в моменты слабости. Теперь представьте, вам нужно выбирать между лояльностью и собственной жизнью. Зима 1999 года. Эти люди сделали выбор, который изменил историю Киргизии. Что заставило их отвернуться от человека, которому они служили годами? Эта группа существовала негласно. Никаких документов, никаких официальных встреч, никаких протоколов. 5 человек. Личный врач, главный охранник, секретарь, водитель и адвокат. Они знали то, чего не знала даже семья. Они имели доступ туда, куда не пускали родственников. Масалеев доверял им так, как не доверял больше никому на свете, потому что без этого доверия невозможно было выжить после отставки. Без них он был беззащитен, с ними казался неприкасаемым. Но доверие — хрупкая вещь, особенно когда на кону жизнь. За 3 месяца до конца один из 5 получил предложение. Встреча произошла в нейтральном месте, гостиница в центре Бишкека. Номер на верхнем этаже, оплаченный наличными через подставное лицо. Человек, пришедший навстречу, не представился, не нужно было. Его лицо мелькало в новостях достаточно часто, чтобы каждый в республике знал. Это тот, кто контролирует экономические потоки после развала Союза. Тот, кто превратился из партийного чиновника в олигарха за 5 лет. Тот, кому молчание Масалеева было жизненно необходимо. Разговор длился 20 минут. Предложение было простым и страшным одновременно. Информация в обмен на безопасность. Каждая деталь о распорядке дня, о здоровье, о контактах, о документах, которые Масалиев хранит. Взамен гарантии, что после смерти Масалиева этот человек из 5 получит новую должность, финансовую компенсацию и защиту от любых расследований. Отказ означал одно — ты тоже под подозрением. Ты тоже можешь стать проблемой. И проблемы решаются одним способом. Человек из 5 согласился не сразу. Просил время подумать. Получил 48 часов. Вернулся в дом Масалеева и впервые за годы службы не мог смотреть ему в глаза. Масалеев заметил. Спросил, что случилось. Человек сказал: «Ничего, просто устал». Масалеев не поверил, но не стал настаивать. Может, понимал, что правда будет слишком болезненной. Может, просто надеялся, что ошибается. Через 48 часов человек из 5 вернулся в гостиницу. Дал согласие. Получил первый конверт с деньгами и инструкции. Докладывать еженедельно, использовать телефон-автомат на окраине города, никогда не звонить из дома или с работы. Первый доклад. Масалеев принимает лекарства для сердца. Давление скачет, бывают приступы слабости. Второй доклад. Масалеев встречается с адвокатом чаще обычного. Возможно, готовит завещание или передачу документов. Третий доклад. Масалеев хранит сейф с кодом, который знают только 3 человека. Внутри — бумаги, которые он просматривает по ночам. Информация текла. Враги собирали картину. План созревал. А Масалеев продолжал жить, не зная, что один из тех, кому он доверял жизнь, уже продал его. Но предателем оказался не один. Через месяц к заговору присоединился 2 из 5. Причина другая. Не деньги, а страх. Этому человеку показали фотографии его семьи. Дети выходят из школы, жена идет на рынок. Намек был прозрачен. Мы знаем, где они. Мы можем добраться в любой момент. Выбор — сотрудничать или потерять самое дорогое. Что бы вы выбрали?
Легко осуждать, когда на кону не ваши близкие. Второй предатель передавал информацию другого типа — психологическое состояние Мусалеева. Как он реагирует на письма с угрозами, боится ли выходить на улицу, есть ли признаки паранойи. Эта информация была нужна, чтобы понять, сломлен ли Мусалеев настолько, что не будет сопротивляться, или еще способен на неожиданные действия. Ответ был неутешительным для заговорщиков. Мусалеев напуган, но не сломлен. Держится, готов бороться. Значит, времени на добровольное молчание больше нет. Нужны другие методы. Третий из пятерки колебался дольше всех. Ему предложили не деньги и не угрозы. Ему предложили правду. Мусалеев знает, что один из вас предатель, но не знает, кто. Скоро он начнет проверять всех, устраивать ловушки, проверять лояльность через провокации. Ты можешь оказаться под подозрением просто потому, что не ты первый предал. Лучше присоединиться к тем, кто победит, чем остаться верным тому, кто обречен. Логика была безжалостной и убедительной. Третий сдался. Начал передавать информацию о документах, где хранятся, сколько копий, кому Мусалеев передал дубликаты. Это была критическая информация, потому что документы — единственная страховка Мусалеева. Если их нейтрализовать, он становится беззащитен. Оставшиеся двое из пятерки не знали о заговоре. Они остались верны до конца. Но двое против троих — это не армия. Это просто свидетели, которые видели, но не могли предотвратить. Зачем нужны были 3 предателя? Потому что операция требовала координации. Один передавал информацию о здоровье, второй — о психологическом состоянии, третий — о документах. Вместе они создали полную картину. Цель уязвима, момент подходящий. Препятствий нет. Оставалось только нанести удар. Но удар должен был выглядеть естественным. Инфаркт — идеальное объяснение для мужчины 71 года, с больным сердцем, в состоянии стресса. Кто усомнится? Предатели получили обещанное после смерти Мусалеева. Первый. Должность в государственной структуре. Хорошая зарплата, уважение. Второй. Гарантии безопасности для семьи. Переезд в другой город. Новая жизнь. Третий. Молчание о его роли и финансовую компенсацию, которой хватило на безбедную старость. Все трое живы. Все трое молчат. Потому что признание — это конец не только для них, но и для их семей. Можно ли их винить? Или они просто люди, поставленные перед выбором, где каждый вариант — предательство? Предать Мусалеева или предать себя и близких? Система, которая создает такие выборы, виновата больше, чем те, кто делает выбор. Но от этого Мусалееву не легче. Он умер, окружённый предателями, не зная до конца, кто именно из тех, кому он доверял, открыл дверь врагам. Можно ли представить более жестокий финал для человека, который всю жизнь строил систему на лояльности и страхе? Он стал жертвой собственной системы. Ирония истории беспощадна. 27 января 2004 года. Началось как обычное утро. Абсамат Мусалеев проснулся в 7 часов 30 минут, как всегда. Встал, подошел к окну, посмотрел на горы, покрытые снегом. Умылся, побрился, оделся в костюм, темный, строгий, хотя идти ему было некуда. Привычка властителя — одеваться так, будто каждый день — прием высоких гостей. Жена приготовила завтрак. Овсяная каша, чай, 2 тоста. Он съел половину, остальное оставил. Сказал, что аппетита нет. Жена забеспокоилась, но он успокоил. Просто устал, ночью плохо спал. Он не знал, что через 9 часов его жизнь оборвётся. Не знал, что это утро последнее. Не знал, что каждое его действие сейчас — прощание с миром, в котором он прожил 71 год. Что он чувствовал в те часы? О чем думал? Мы восстановили хронологию его последнего дня по свидетельствам тех, кто был рядом. И каждая деталь, как осколок разбитого зеркала, в котором отражается трагедия человека, знавшего слишком много.
В 9 часов утра Масалеев позвонил адвокату. Разговор длился 7 минут. Охранник слышал обрывки фраз. «Нужно ускорить». «Да, именно сегодня. Если не успею, ты знаешь, что делать». О чем шла речь? Адвокат отказывается комментировать до сих пор, ссылаясь на тайну переписки. Но источники утверждают, Масалеев хотел передать документы в надежные руки. Сегодня. Срочно. Будто чувствовал, что завтра может не наступить. В 10 часов приехал врач. Плановый визит раз в неделю. Измерил давление, повышенное, 160 на 100. Послушал сердце, ритм неровный, экстрасистолы. Масалеев пожаловался на тяжесть в груди. Врач предложил вызвать скорую, лечь в больницу для обследования. Масалеев отказался категорически. «Не поеду в больницу. Там я еще более беззащитен». Врач настаивал, но безуспешно. Выписал таблетки, велел принять немедленно. Масалеев принял. Врач ушел, записав в блокноте: «Состояние ухудшается. Пациент отказывается от госпитализации. Рекомендую наблюдение». Это была последняя медицинская запись о Масалееве при жизни. В 11 часов Масалеев позвонил дочери. Попросил приехать вечером, сказал, что хочет поговорить о чем то важном. Дочь спросила, может приехать сейчас. Он ответил: «Нет, вечером. Мне нужно время подготовиться». Подготовиться к чему? К разговору? Или к чему-то другому, что он планировал сделать в этот день? Дочь обещала приехать в 6 вечера. Она опоздает. Когда она приедет, отца уже не будет в живых. В полдень Масалеев обедал один. Жена предложила составить компанию, но он попросил оставить его наедине. Съел немного супа, кусок хлеба, выпил воды. Охранник заметил, Масалеев несколько раз останавливался, прислушивался к своему телу, массировал левую руку. Классический признак сердечного приступа, но Масалеев ничего не сказал. Возможно, надеялся, что пройдет, возможно, не хотел тревожить близких, возможно, просто устал бороться. В час дня он прилег отдохнуть. Обычно спал после обеда 30-40 минут. На этот раз проспал дольше. Жена заглянула в комнату в 3 часа. Он спал, дыхание ровное. Она не стала будить. Ушла на кухню. Это была ее последняя ошибка. Если бы она осталась, если бы проверила пульс, если бы заметила, что дыхание слишком тихое, может, успела бы вызвать врачей. Но она не знала, что время уже истекло. В 4 часа 30 минут жена вернулась. Масалеев лежал в той же позе. Она окликнула его, не ответил. Подошла ближе, тронула за плечо, тело холодное. Закричала. Охранник вбежал, попытался найти пульс, не нашел. Вызвали скорую. Приехали через 12 минут. Констатировали смерть. Предварительный диагноз — острый инфаркт миокарда. Время смерти — между 3 и 4 часами дня. Но что происходило в те часы, когда Масалеев был один? Какие мысли проносились в его голове перед тем, как сердце остановилось? Чувствовал ли он боль, или это было мгновенно? Пытался ли позвать на помощь, или принял смерть как облегчение? Мы никогда не узнаем. Мертвые не рассказывают своих историй. Они оставляют только тела, которые другие интерпретируют по-своему. Тело увезли в морг. Семья потребовала вскрытия. Официальное заключение. Смерть от остановки сердца вследствие острого инфаркта миокарда. Но патологоанатом, проводивший вскрытие, заметил детали, которые не вписывались в стандартную картину инфаркта. Цвет кожи необычный, с синеватым оттенком. Состояние внутренних органов. Признаки интоксикации. Печень увеличена. Почки с изменениями, характерными для отравления. Патологоанатом хотел провести токсикологический анализ, но получил указание сверху. Семья не настаивает на дополнительных исследованиях. Похороны назначены через 2 дня. Нужно закрывать дело. Он подписал заключение, но в личном дневнике записал: это был не просто инфаркт, но доказывать бесполезно. Семья действительно не настаивала. Почему? Потому что кто-то из родственников получил звонок. «Не поднимайте шум, иначе пострадают живые». Угроза сработала. Похороны прошли тихо. Траур длился 3 дня. Потом все вернулись к обычной жизни.
будто Масалиева никогда не было. Последние часы Масалиева — это загадка, которую мы уже не разгадаем полностью. Но мы знаем главное — он умер не от старости. Он умер, потому что был опасен живым. Его последний день был похож на медленное угасание свечи. Сначала яркий свет, потом колебания, потом тьма. И никто не попытался остановить этот процесс. Потому что тем, кто мог остановить, было выгодно, чтобы свеча погасла. За 32 года у власти, сначала как партийный функционер, затем как первый секретарь, Абсамат Масалиев постарел не на 32 года. Он постарел на 50. Те, кто знал его в молодости, вспоминают энергичного мужчину с прямой спиной, твердым голосом, взглядом, который заставлял людей опускать глаза. Те, кто видел его в последние годы, описывают сгорбленную фигуру, седые волосы, руки, которые дрожат при попытке поднять чашку чая. Власть пожирает тех, кто ее держит. Масалиев не был исключением. Он был съеден изнутри. Годами стресса, постоянной паранойи, необходимости контролировать все и всех, зная, что один промах может стоить всего. Фотографии рассказывают историю физического распада лучше, чем слова. 1985 год. Масалиев на трибуне, ему 52, волосы темные, почти без седины, лицо полное, уверенное, улыбка искренняя или хорошо сыгранная. 1990 год. Седина покрывает виски, морщины вокруг глаз углубились, но осанка еще твердая, взгляд еще властный. 1995 год. Седина полная, лицо осунулось, щеки впали, под глазами мешки. 2003 год. Последняя известная фотография. Человек на ней выглядит на 90 лет. Кожа серая, будто уже не живая. Глаза потухшие, губы тонкие, поджатые. Это лицо человека, который знает, что проиграл. Не борьбу за власть, борьбу за право остаться собой. Врачи, наблюдавшие Масалиева, фиксировали изменения в медицинских картах, которые сохранились, несмотря на попытки уничтожить их после смерти. В 60-е годы здоровье отличное, редкие простуды, давление нормальное. В 70-е — первые признаки гипертонии, прописаны таблетки. В 80-е — гипертония хроническая, добавились проблемы с желудком, язва, стресс. В 90-е к гипертонии и язве добавились сердечные аритмии, бессонница, депрессия. В 2000-е — полный набор — сердце, желудок, печень, почки, нервная система. Тело разваливалось по частям, как дом, в котором никто не делает ремонт. Но самое страшное — изменения в поведении. Те, кто работал с Масалиевым в 80-е годы, описывают человека, который принимал решения быстро, точно, без колебаний. Те, кто видел его после отставки, рассказывают о человеке, который мог час раздумывать над простым вопросом, менял решения по 3 раза на дню, боялся выйти из дома без проверки маршрута охраной. Власть не просто сломала его физически, она сломала его психологически, превратив лидера в параноика, уверенного в себе человека в тени, дрожащую от каждого шороха. Походка тоже изменилась. В молодости Масалиев ходил широким шагом, размашисто, как человек, которому принадлежит все пространство вокруг. В старости шаг стал коротким, осторожным, будто он боялся споткнуться или оступиться. Он держался за перила, когда спускался по лестнице, садился в кресло медленно, придерживая поясницу, вставал, опираясь на подлокотники. Это тело уже не могло удержать вес власти, которую он когда-то нёс с гордостью. Взгляд потух последним. До самого конца, даже в последние месяцы, когда тело было почти развалиной, Масалиев сохранял взгляд человека, который не сдаётся. Но за месяц до смерти и это исчезло. Охранник вспоминает. Однажды я зашёл в кабинет. Он сидел у окна и смотрел в никуда. Я окликнул его, не ответил. Я подошёл ближе, он даже не моргнул. Будто его душа уже ушла, а тело просто ждало, когда можно будет последовать за ней. Цена власти измеряется не в деньгах и не в титулах. Она измеряется в годах жизни, украденных стрессом. В ночах, проведенных без сна.
в болезнях, которые приходят от постоянного напряжения, в страхе, который грызет изнутри, даже когда угрозы нет. Масалеев заплатил эту цену полностью. Он пришел к власти в 46 лет, здоровым и сильным. Он ушел из жизни в 71, но выглядел на 100. 32 года превратили его в старика не потому, что время шло быстро, а потому что каждый день съедал часть его жизни, как кислота разъедает металл. Служба безопасности хранила досье с кодом 790. Настолько секретные бумаги, что существовало только 3 копии. В них содержалась правда о здоровье Абсамата Масалеева, списки лекарств, которые он принимал тайно, консультации иностранных врачей, привезенных в Бишкек через дипломатические каналы, и еще одно — полный список людей, которым он доверял настолько, чтобы рассказать то, о чем молчал даже перед семьей. Почему эти досье начали уничтожать за 48 часов до того утра, когда его сердце остановилось? Кто дал приказ? И главное, что именно скрывали эти бумаги, если их существование было опаснее, чем смерть самого Масалеева? Архивист службы безопасности, который работал в хранилище секретных документов с конца 80-х годов, согласился встретиться при условии полной анонимности. Мы встретились в нейтральном месте. Он нервничал, оглядывался, несколько раз хотел уйти. Но в конце концов заговорил. То, что он рассказал, перевернуло все представление о последних днях Масалеева. 24 января 2004 года, за 3 дня до смерти, в архив спустились 2 мужчин в штатском. Предъявили удостоверение высокого уровня, потребовали досье 790. Архивист выдал 2 копии из 3. Третья хранилась в отдельном сейфе, доступ к которому имели только 5 человек. Мужчины ушли с копиями и не вернули их. Через день пришел приказ 3-ю копию изъять и передать лично в руки начальника службы. Архивист исполнил. Больше он никогда не видел ни одной копии досье 790. Что там было? Архивист успел пролистать страницы, когда доставал папку из сейфа. Он запомнил детали. Первый раздел — медицинские заключения, противоречащие официальным. В них говорилось, что у Масалеева были симптомы, несовместимые с диагнозом хроническая сердечная недостаточность. Тошнота без видимых причин, металлический привкус во рту, периодические судороги в конечностях. Врач, который составлял заключение, предполагал интоксикацию малыми дозами вещества, которое не оставляет следов в стандартных анализах. Но дальнейшее обследование не проводилось. Масалеев отказался. Или его отказ записали те, кто не хотел продолжения расследования. Второй раздел содержал имена. 4 человека из окружения Масалеева, на которых служба безопасности собирала компромат еще при его правлении. Компромат хранился как страховка. Если кто-то из приближенных выйдет из-под контроля, его можно было нейтрализовать, предъявив доказательства коррупции или связи с иностранцами. Но в досье был дополнительный список. 5 имен, добавленных от руки красными чернилами, уже после отставки Масалеева. Рядом с каждым именем стояла пометка «Потенциальная угроза». Кто составил этот список? Сам Масалеев, пытаясь зафиксировать тех, кому не стоит доверять? Или кто-то другой, отмечая тех, кто может помешать планам? Третий раздел — самый загадочный. Схема финансовых потоков, проходивших через Киргизию в последние годы существования Советского Союза. Суммы огромные, переводы запутанные, конечные получатели скрыты за слоями фиктивных компаний. Но в досье были расшифровки. Кто на самом деле получал деньги, на какие счета они уходили, какие активы покупались на эти средства. Люди, чьи имена фигурировали в схеме, сегодня занимают высокие посты в бизнесе и политике. Некоторые стали мультимиллионерами. Некоторые управляют целыми секторами экономики. И все они были бы разоблачены, если бы досье 790 попало в руки независимых следователей или международных журналистов. Архивист не успел запомнить все имена, но 3 имени врезались в память, потому что он слышал их в новостях много раз. Первое имя — бывший заместитель министра торговли, который после развала Союза создал империю на экспорте стратегических ресурсов. Второе имя — банкир, который контролировал денежные потоки через офшоры и получал процент от каждой крупной сделки. Третье имя — политик, который после смерти Масалеева
занял ключевой пост в правительстве и до сих пор сохраняет влияние. Все трое живы, все трое богаты, все трое молчат. И все трое были указаны в досье как основные бенефициары схемы. Почему досье уничтожили именно в те дни? Архивист предполагает. Кто-то узнал, что Мусалиев планировал передать копии документов в надежные руки. Возможно, через адвоката, которому он звонил утром в день смерти. Возможно, через журналиста, с которым договаривался о встрече. Если документы попадут в публичное пространство, конец для всех, чьи имена в них упомянуты. Уничтожение досье было не местью, это была необходимость. Мертвый Мусалиев опасен, но Мусалиев с доказательствами смертелен. Сначала убрали доказательства, потом убрали Мусалиева. Логика безжалостная, но эффективная. Архивист пытался найти хоть какие-то следы досье после изъятия. Спрашивал коллег, проверял базы данных, искал копии в других хранилищах. Ничего. Досье 790 исчезло так, будто никогда не существовало. Даже электронные записи о его регистрации стерли из системы. Когда архивист попытался поднять этот вопрос с начальством, его вызвали на беседу. Ему объяснили, спокойно, но твердо: забудьте досье. Оно касается вопросов национальной безопасности. Дальнейшие расспросы будут расценены как нарушение служебной тайны. Архивист замолчал. Он понял. Те, кто уничтожил досье, способны уничтожить и свидетелей. Но одна деталь не даёт покоя. Архивист уверен, 3 копии — это официальная информация. А если существовала 4-я? Мусалиев был человеком осторожным. Он знал цену информации. Мог ли он сделать дубликат на случай, если официальные копии будут уничтожены? Семья утверждает, после смерти в доме нашли сейф, который вскрыли только через неделю, потому что код знал только он. Внутри — пустота. Либо сейф изначально был пуст, либо кто-то вскрыл его раньше. Если вторая версия верна, значит 4-я копия существовала. И её забрали те же, кто уничтожил остальные. А если первая версия верна, значит Мусалиев спрятал копию в другом месте. Где? Может, передал адвокату с инструкциями обнародовать после смерти? Может, закопал в горах, где прошло его детство? Может, отдал тому единственному другу, который выбрал судьбу учителя, а не партийного функционера? Мы не знаем. Но вопрос остается открытым. Где 4-я копия досье 790? Существует ли она вообще? И если да, когда она всплывет? Под резиденцией первого секретаря Компартии Киргизии, где Мусалиев провел 6 лет своего правления, существовали туннели и бункеры, о которых даже архитекторы государственных зданий не имели полной информации. Эти подземные коммуникации строились в 70-е годы, когда холодная война была в разгаре, и каждая республиканская столица готовилась к возможному ядерному удару. Официально туннели предназначались для эвакуации руководства в случае чрезвычайной ситуации. Неофициально — для тайных перемещений, встреч, которые не должны были фиксироваться, и побегов, если ситуация выйдет из-под контроля. Кто строил их втайне? Почему маршруты не были занесены в официальные планы зданий? Куда вели эти пути? К безопасным укрытиям, к аэропорту, границе? И главное, почему в последние дни режима Мусалиев проверял эти маршруты каждую ночь, спускаясь в подземелье с фонарем и картой, которую никому не показывал? Охранник, который сопровождал его в этих ночных походах, вспоминает. Первый раз Мусалиев спустился в туннель за 2 месяца до своей смерти. Поздним вечером, когда все разошлись, он вызвал охранника и сказал: «Пойдем, нужно проверить старые пути». Они спустились через потайной люк в кабинете, скрытый под ковром. Лестница вела вниз метров на 15, в узкий коридор, освещенный тусклыми лампами. Стены бетонные, холодные, пахло сыростью и затхлостью. Мусалиев шел впереди, уверенно, будто знал каждый поворот. Охранник спросил, куда они идут.
Масалиев не ответил, только махнул рукой. «Иди за мной». Они шли минут 20. Коридор разветвлялся несколько раз, но Масалиев выбирал путь без колебаний. В конце концов они вышли к металлической двери, запертой на массивный замок. Масалиев достал ключ из кармана, открыл. За дверью еще один коридор, но уже с другой отделкой. Стены побелены, пол выложен плиткой, освещение ярче. Признаки того, что это помещение использовалось недавно. Масалиев прошел до конца, проверил еще одну дверь. Она вела наружу, в подвал соседнего здания. Выход замаскирован под техническое помещение котельной. Кто бы мог подумать, что отсюда можно незаметно покинуть резиденцию. Охранник спросил, зачем Масалиеву этот маршрут, если он больше не живет в резиденции. Масалиев посмотрел на него долго, будто решая, можно ли доверить правду. Потом сказал: «На случай, если придется возвращаться. Или если придется уходить окончательно». Охранник не понял тогда. Понял позже. Масалиев готовил пути отступления. Он предвидел, что может настать день, когда дом перестанет быть безопасным местом. Когда враги окружат его так плотно, что единственный выход — бегство через подземные коридоры, которые не знает никто, кроме него. Но Масалиев проверял не только туннели под старой резиденцией. Он нанял частного инженера, человека, который специализировался на восстановлении старых коммуникаций, и поручил ему проверить туннели под его нынешним домом. Дом, где Масалиев жил после отставки, был построен еще в довоенные годы. В подвале сохранились следы старых бомбоубежищ, которые использовались во время Великой Отечественной. Инженер обследовал подвал и обнаружил замурованный проход, скрытый за слоем кирпичей. Масалиев велел разобрать кладку. За ней оказался туннель, ведущий в сторону соседнего квартала. Куда именно, инженер не успел выяснить, потому что работы остановились внезапно. Масалиев сказал: «Хватит, закрой обратно». Инженер удивился. Зачем открывали, если теперь закрывают? Масалиев ответил уклончиво: «Я просто хотел убедиться, что выход существует». Инженер получил оплату и расписку о неразглашении. Больше они не встречались. Но через месяц после смерти Масалиева инженеру позвонили. Мужской голос, незнакомый, спросил: «Что вы делали в доме Масалиева?» Инженер ответил: «Ремонт подвала». Голос уточнил: «Какой именно ремонт?» Инженер почувствовал опасность и сказал: «Обычные работы, ничего особенного». Голос предупредил: «Забудьте о том, что видели. Если кто-то спросит, вы там не были». Связь оборвалась. Инженер понял: кто-то зачищает следы. Кто-то не хочет, чтобы о туннелях узнали. Почему? Потому что через эти туннели Масалиев мог попытаться бежать в последний момент? Или потому что через них к нему могли проникнуть те, кто исполнял приговор? Есть версия, которую озвучивают только шепотом. В ночь перед смертью Масалиев спустился в подвал своего дома. Охранник видел, как он открыл люк и скрылся в темноте. Был там минут 40. Вернулся бледный, запылённый, с царапиной на руке. Охранник спросил, что случилось. Масалиев ответил: проверял, не заблокирован ли выход. Что это значило? Что он планировал бежать утром? Или проверял, не ждет ли его засада в туннеле? Утром он не бежал. Утром он остался дома, прилег отдохнуть после обеда и больше не проснулся. Если он действительно планировал побег, почему не воспользовался туннелем? Может, понял, что бежать бесполезно, враги знают все пути? Может, решил, что смерть дома лучше, чем смерть в бегах? Может, его остановили раньше, чем он успел добраться до выхода? Туннели существуют до сих пор. После смерти Масалиева их замуровали официально, по распоряжению новых властей. Причина — угроза обрушения старых конструкций. Но охранник, который сопровождал Масалиева в последних походах, утверждает: туннели были в отличном состоянии. Их замуровали не из-за безопасности. Их замуровали, чтобы никто больше не мог туда спуститься. Чтобы секреты, которые Масалиев мог там спрятать, остались погребенными навсегда. Бумаги, деньги, записи, которые он не успел передать. Мы не знаем. Но факт остается: те, кто замуровывал входы, работали в спешке, ночью, без документов.
Словно боялись, что кто-то опередит их и найдет то, что должно было остаться скрытым. Был ли у Мусалеева шанс спастись через эти туннели? Теоретически — да. Практически — вряд ли. Потому что те, кто охотился на него, знали о туннелях не меньше, чем он сам. Потому что предатели из его окружения могли рассказать врагам все маршруты. Побег через туннель был иллюзией безопасности. Масалеев держался за нее, потому что это была последняя ниточка надежды. Но надежда оборвалась раньше, чем он успел ею воспользоваться. Впервые за 20 лет человек, который первым осмотрел тело Абсамата Масалеева в тот январский день 2004 года, согласился говорить перед камерами. Это тот самый врач, который не подписывал заключение о смерти 2 дня, потому что видел нечто несовместимое с диагнозом «острый инфаркт миокарда». Тот самый врач, который потом уехал из Киргизии и долгие годы отказывался от любых интервью, ссылаясь на врачебную тайну и личные причины. Сейчас ему 73 года. Он живет в маленьком городе на юге России, далеко от столицы журналистов. Мы нашли его через знакомых, убедили встретиться. Условие одно — его лицо будет скрыто, голос изменен. Он боится последствий до сих пор, хотя прошло столько лет. То, что он рассказывает, объясняет, почему страх не проходит даже через 2 десятилетия. Врач вспоминает тот день с точностью человека, для которого это событие стало точкой невозврата. Вызов поступил в 4 часа 42 минуты дня. Скорая помощь приехала через 12 минут. Дом Масалиева находился на окраине, дороги узкие, движение медленное. Когда врач вошел в спальню, тело уже остывало. Жена стояла в углу, рыдала. Охранник держал ее за плечи, пытался успокоить. Врач подошел к кровати, начал осмотр. Первое, что бросилось в глаза — поза. Масалиев лежал на спине, руки вдоль тела, ноги прямые. Слишком правильная поза для человека, который умер от инфаркта. Обычно тело скручивается от боли, руки сжимаются на груди, ноги подтягиваются. Но здесь идеальная симметрия, будто кто-то уложил его специально. Второе — цвет кожи. При инфаркте лицо обычно красное или синюшное от гипоксии. Здесь лицо было бледное, почти серое, с легким желтоватым оттенком. Врач видел такой цвет раньше, при отравлениях определенными веществами. Но без анализов утверждать было рано. Третье — глаза. Зрачки расширены неравномерно. Левый шире правого. Это тоже не характерно для инфаркта. Врач наклонился ближе, осмотрел склеры. Легкая желтизна, признак проблем с печенью. Но в медицинских картах Масалеева печень была в норме по последним анализам. Как за месяц печень могла измениться настолько? Врач попросил охранника выйти, чтобы осмотреть тело детальнее. Снял одежду. На коже несколько мелких кровоподтёков, которые могли быть случайными, но могли указывать на проблемы со свертываемостью крови. Живот слегка вздут, признак скопления газов или жидкости. Врач прощупал печень. Увеличена. Селезенка тоже. Это не вписывалось в картину внезапного инфаркта у человека, который утром чувствовал себя удовлетворительно. Врач вернулся к лицу. Открыл рот. Язык с легким налетом. Дёсны бледные. Понюхал дыхание. Слабый химический запах, не спутаешь с обычным. Запах, который оставляют некоторые яды после метаболизма. Врач выпрямился, посмотрел на жену Масалеева. Она спросила: «Что с ним?» Врач ответил осторожно: «Нужно провести вскрытие, пока не могу сказать точно». Жена закричала: «Какое вскрытие? Он умер от сердца! Врачи говорили, что сердце слабое!» Врач не стал спорить. Просто записал в протоколе. Констатирована смерть. Предварительная причина — остановка сердца. Рекомендуется патологоанатомическое исследование для уточнения. Но вскрытие прошло не так, как должно было. Врач не присутствовал. Его не пригласили, хотя по протоколу вызывающий врач имеет право наблюдать. Вскрытие провели быстро, в течение суток. Заключение подписал патологоанатом, которого врач знал как человека компетентного, но осторожного. В заключении. Смерть от острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком. Стандартная формулировка. Ничего о цвете кожи, о зрачках, о печени, о запахе.
Врач попытался связаться с патологоанатомом, чтобы обсудить результаты. Патологоанатом уклонился от встречи. Потом пропал на несколько недель. Когда вернулся, отказался разговаривать на тему вскрытия Масалиева. Врач понял. Его свидетельство нежелательно. Через 2 недели ему позвонили из администрации больницы. Предложили перевод в другой регион. Формально повышение, фактически удаление. Врач отказался. Тогда начались проблемы. Проверки качества работы, жалобы от пациентов, которые выглядели заказными, угроза лишения лицензии. Врач продержался 3 месяца, потом понял. Либо он уезжает добровольно, либо его уберут иначе. Он уехал. Забрал семью, переехал в Россию, устроился в маленькую клинику, где никто не спрашивал о прошлом. Сейчас, спустя 20 лет, врач может говорить свободнее. Он прямо заявляет: то, что он видел на теле Масалиева, не соответствовало диагнозу инфаркт. Совокупность признаков указывала на интоксикацию. Какими веществами? Без токсикологической экспертизы сказать невозможно. Но токсикологию не проводили. В заключении вскрытия нет ни слова о том, что брали пробы на анализ. Стандартная процедура при подозрительной смерти. Забор крови, мочи, тканей для исследования. Здесь этого не сделали. Или сделали, но результаты скрыли. Врач задает вопрос, на который нет ответа. Почему семья не требовала дополнительных исследований? Почему согласились с первым заключением, хотя оно противоречило очевидным признакам? Либо их запугали, либо убедили, либо заплатили за молчание. Врач склоняется к первому варианту — запугали. Потому что знает по опыту, когда умирают неудобные люди, семьи редко борются за правду. Слишком опасно, слишком дорого. И чаще всего бесполезно, потому что система закрывает ряды и защищает тех, кто отдал приказ. Врач показывает документы, которые сохранил вопреки запретам. Копия протокола осмотра, который он составил в день смерти Масалиева. В нем перечислены все признаки, которые его насторожили. Копия запроса на токсикологическую экспертизу, которую он подал, но которую отклонили за отсутствием оснований. Письмо из администрации больницы с предложением перевода. Все это он хранил как страховку, и если с ним что-то случится, документы передадут в нужные руки. Прошло 20 лет. Ничего не случилось. Но он все еще хранит бумаги, все еще оглядывается, все еще боится, что его найдут и заставят замолчать окончательно. Его финальное слово звучит как приговор системе. «Я врач. Я поклялся говорить правду. Но в той ситуации правда стоила жизни. Я выбрал молчание, чтобы защитить семью. Это правильный выбор? Не знаю. Но я живу с этим каждый день. И каждый день вспоминаю лицо Масалиева. Серое, с желтым оттенком, с запахом химии изо рта. Это не было естественной смертью. Кто бы что ни говорил. Семья Абсамата Масалиева распалась после его ухода из жизни так, как распадаются семьи, потерявшие не просто близкого человека, а центр притяжения, вокруг которого строилась вся жизнь. Жена прожила еще 8 лет. Умерла тихо, в окружении детей, но до последнего дня отказывалась говорить о муже. Когда ее спрашивали, она отворачивалась и молчала. Дочь, которая пыталась добиться правды, оставила попытки через 2 года. Устала бороться с системой, которая не дает ответов. Уехала из Киргизии, живет в Европе, сменила фамилию. Для нее отец остался героем, которого предали. Но доказать это она не смогла. Внуки Масалиева не знают толком, кем был их дед. Для них он человек на старых фотографиях, о котором неловко спрашивать. Предатели из окружения Масалиева получили то, что им обещали. Один занял высокую должность в государственной структуре, прослужил 15 лет, ушел на пенсию с наградами. Второй переехал с семьей в другой город, открыл бизнес, живет в достатке. Третий эмигрировал, купил дом в теплой стране, не появляется на публике. Все трое живы, все трое молчат.
Ни один не дал ни единого интервью. Ни один не выразил сожаления. Ни один не признал свою роль. Они сделали выбор и живут с последствиями. Комфортно, безопасно, богато. Справедливость их не настигла, возмездие не пришло. Они умрут в своих постелях, окружённые семьями, и никто не назовет их предателями в лицо. Потому что доказательств нет. Только подозрения, слухи, логика событий. Те, кто заказал молчание Масалеева, тоже живы. Некоторые до сих пор во власти. Некоторые управляют крупным бизнесом. Один стал одним из богатейших людей Центральной Азии. Они построили империи на костях тех, кто мог их разоблачить. Масалеев был не единственным. После него исчезли еще несколько неудобных свидетелей. Автомобильные аварии, сердечные приступы, самоубийства. Все выглядело естественным, пока не начинаю считать совпадения. Слишком много смертей за слишком короткий период среди людей, которые знали слишком много. Страна изменилась. Киргизия после Масалеева пережила 2 революции, смену элит, экономические кризисы. Его имя упоминают редко. Для молодого поколения он персонаж из учебников истории, символ советской эпохи, которая ушла безвозвратно. Старшее поколение помнит его по-разному. Одни — как диктатора, другие — как лидера, который держал страну в стабильности. Мало кто задумывается о том, как он умер. Еще меньше тех, кто верит, что его смерть была не случайной. Общество предпочитает забывать неудобные вопросы. Проще жить, не зная правды. Документы, которые могли бы все изменить, исчезли. Досье 790 уничтожено. Медицинские карты с подлинными диагнозами утеряны. Протоколы вскрытия засекречены. Свидетели молчат или мертвы. Система победила. Но победа не полная, потому что остались вопросы. Почему 3 мужчин изъяли досье за 3 дня до смерти? Почему туннели замуровали так спешно? Почему врач видел признаки отравления, а в заключении написали «инфаркт»? Почему никто не провел токсикологическую экспертизу? Почему семью запугали до молчания? Эти вопросы останутся без ответа. Во всяком случае, пока живы те, кто знает правду. А они будут живы еще долго, защищенные деньгами, властью, безнаказанностью. Они доживут до старости и умрут в своих постелях, унеся секреты в могилу. Их дети унаследуют состояние, построенное на чужой крови. Их внуки будут жить в роскоши, не подозревая, какой ценой оплачено их благополучие. История забудет детали. Останется только имя Абсамата Масалеева. Бывший лидер республики умер в 2004 году от сердечного приступа. 2 строчки в энциклопедии. Ничего больше. Но мы помним. Мы записали свидетельства. Мы собрали улики. Мы задали вопросы, на которые нет ответа, но которые нужно задавать. Потому что молчание — это соучастие. Потому что забвение — это предательство. Потому что правда имеет значение, даже если она неудобна, опасна, невыгодна. Масалеев был человеком своего времени, жестким, противоречивым, неоднозначным. Он строил карьеру в системе, где выживали сильнейшие. Он принимал решения, за которые другие платили жизнями. Он не был святым. Но он и не заслуживал смерти, которую ему устроили. Никто не заслуживает умереть от яда, который подмешали в пищу. Никто не заслуживает быть преданным теми, кому доверял. Никто не заслуживает быть забытым так, будто никогда не существовал. 20 лет назад в Бишкеке умер человек, который знал слишком много. Его убрали, потому что он стал опасен. Доказательства уничтожили, свидетелей запугали, дело закрыли. Но история не закончилась. Потому что есть еще люди, которые помнят, которые говорят, которые не дают забыть. Это наша история. История о том, как власть убивает неудобных, как деньги покупают молчание, как система защищает своих. Но это еще и история о том, что правда не умирает вместе с человеком. Она остается. Иногда в архивах, иногда в памяти свидетелей, иногда в вопросах, которые продолжают задавать.